Я обратилась в Конституционный суд с ходатайством летом 2022 года с просьбой произвести проверку на предмет конституционности части 7 статьи 216 Гражданского процессуального кодекса. Основанием послужило то, что, по моему мнению, часть 7 противоречит ряду статей Конституции ввиду того, что она допускает дискрецию суда по своему усмотрению приостанавливать производство по гражданскому судопроизводству, либо не приостанавливать в случае, если Конституционный суд принимает к своему производству обращения субъектов конституционного судопроизводства. По моему мнению, я посчитала, что это не совсем правильно, и это должно быть не правом суда по своему усмотрению приостанавливать судопроизводство гражданское, а должно быть обязанностью, поскольку Конституция Кыргызской Республики гарантирует каждому право на доступ к справедливому, беспристрастному, объективному судопроизводству, правосудию. И в данном случае я посчитала, что эта норма ограничивает это право, которое признается Конституцией, не может быть ограничено законами или подзаконными актами. Суть вопроса в том, что в случае, когда при рассмотрении гражданского судопроизводства возникает сомнение либо у суда самого, либо у стороны по делу в конституционности той или иной нормы нормативного правового акта, который подлежит применению в данном судопроизводстве, стороны могут обратиться с ходатайством в Конституционный суд. Также суд может самостоятельно по собственной инициативе обратиться с соответствующим запросом. Однако норма части 7 статьи 216 в случае, когда сторона по делу обращается в Конституционный суд и такого рода ходатайство принято Конституционным судом, суд по своему усмотрению мог, руководствуясь данной нормой, и отказать в приостановлении рассмотрения дела до окончательного вынесения решения Конституционным судом, что я считаю нарушением принципа верховенства права и также права на доступ к правосудию, поскольку в соответствии со статьей 102 Конституции суд не вправе применять закон или иной нормативный правовой акт, который противоречит Конституции. И в этой связи я посчитала, что правильнее, и это соответствует принципам верховенства права, если суды общей юрисдикции будут приостанавливать такого рода гражданское судопроизводство до окончательного вынесения Конституционным судом решения по данному вопросу. Я на самом деле очень довольна сегодняшним судебным процессом. Судебный процесс проходил очень интересно, были озвучены позиции и доводы как стороны обращающейся, так и со стороны ответчика, так и третьих лиц, которые были привлечены. Мы выслушали разные точки зрения, и в данном случае я еще раз удостоверилась в своей правоте, и после оглашения решения Конституционного суда я была очень рада, поскольку мое ходатайство было удовлетворено. Конституционный суд признал, что статья 216, а именно пункт 7, противоречит статье 61, 95, 97, а также 102 Конституции. И также я услышала, что в данном случае Конституционный суд пришел к выводу, что достаточно нормативного регулирования этого вопроса статьей 215 Гражданского процессуального кодекса, с чем я полностью согласна.